Добрый день, шалом алейхам, дамы и господа. У нас сегодня в гостях Саша Труфанов. Привет. Это, конечно, большое дело. Это, посмотрите, молодой человек, который, к сожалению, попал в плен к террористам. И он был в этих туннелях исламского джихада почти 500 дней. Сегодня он гость нашей общины, и мы очень рады вас видеть. Саша, скажите что-то нашим зрителям, пожалуйста. У вас было тяжело, но я знаю, что вы обращались тоже к Всевышнему. И вы разговаривали к Всевышнему. Расскажите немножко об этом, вот это чувство, которое у вас было. Ну, я попробую чуть-чуть рассказать. Я, скажем, перед 7 октября вообще не верил ни в чем. Я был намного по-другому. И как-то, когда я попал в это место, и у меня не было ничего, не было вообще еды, воды, иногда не было еще чего, скажем, не было немного одежды, и вообще ничего нематериально не было. Я как-то в это место изначально было очень-очень трудно с этим. И потому что всю жизнь я только думал на материальные вещи. Как-то в этом месте у меня чего-то новое открылось, потому что это у меня взяли. Я должен был как-то найти силу без этих вещей. У меня началась какая-то мысль, какой-то ум зашел у меня в голове. И как-то я начал больше и больше думать про жизнь, и правда начал молиться. Я не знал никогда молиться, но я молился из сердца, я желал к моей маме, и к моей подруге, и к моей бабушке, и к моему папе, что я еще не знал, чего с ним случилось в 7 октября. Начал молиться от моего сердца, чтобы Бог помог, Бог не, как сказать, вернул домой, и чтобы них помогал им. И я как-то начал от этой веры, от этой молитвы получать больше и больше сил. И это мне очень помогло в этих очень трудные времена находить силы, даже если не было ничем, скажем, что быть рад, потому что были очень трудные времена. Я смог даже в этих временах чего-то находить силу и как-то мотивация, чтобы идти и не переставать все время думать позитивные вещи, и как-то я когда-то могу, может быть, когда-то выйти и вернуться домой. Но я тоже понимал, что, может быть, это не получится. Но я, правда, начал говорить сам себе, если Всевышний хочет, чтобы я там умер, так это его выбор. Как сказать, это не мое. И я правда в этом сказал для сам себя, если я там умру, так я хочу знать, что я знаю, что я понял, чего должен поменять в моей жизни, когда я вернусь домой. И я хочу делать каждое время, когда я могу чего-то хорошего. Даже если я буду молиться для кого-то, что он не я, не просто сам себя, или кто-то кого-то я люблю, или кто-то какой он дорогой моему сердцу, так это чего-то хорошего, что я могу делать в этом туннеле. И день после дня я так себя держал. И в конце концов я тут вышел. И это много я знал, потому что для меня молились, и про меня думали, и так на меня держали. И с Богом я сегодня тут нахожусь с вами. И я только могу сказать, я очень благодарен за это. И моя жизнь вернулась. И сейчас есть у меня новые задания и новые вещи, что я хочу сделать в этой жизни. Безрат Ашем, дай Бог Безрат Ашем, чтобы Всевышний был всегда с вами, что все, о чем вы задумались, вы смогли как раз все это сделать. Безрат Ашем. И Безрат Ашем, дай Бог вам только хорошая и радостная жизнь. Это, конечно, так интересно услышать, да, к сожалению, Саша попал в такие обстоятельства, и он выдержал, и не только это, он укрепил свою веру Всевышним. Это огромнейшее дело. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вашей семье, вашей маме, вашей бабушке, Безрат Ашем, на свадьбе вашей, Сапир Безрат Ашем, в скором будущем. Аминь, Кенни Рацон. Очень приятно. Спасибо. Всего самого наилучшего. Спасибо.